Тимур Эднанович, есть вопрос? Пожалуйста. Уважаемый представитель администрации президента, правильно, да? Да. Можно вам вопрос? Вот уже несколько раз проскакивает этот вывод и у предыдущего выступающего, что существует риск того, что потерпевшие в вопросах, когда, если даст ему будет возможность предоставлена высказывать свою позицию о возможности заключения соглашения о признании вины, злоупотребление своим положением, то есть какие-то будут вымогательства, либо какие-то определенные ставить преграды для того, чтобы это решение воплотилось в жизнь. А с другой стороны у меня вопрос. Допускаете ли такую возможность, такой риск может существовать и со стороны правоохранительных органов? Ведь если посмотреть на ситуацию, исходя из норм Уголовно-процессуального кодекса, то в этом процессе задействовано всего 3 человека. Следователь, прокурор, подозреваемые, которые внутри себя уже решают, что сделать и как сделать. Следственный судья, к сожалению, он не связан с вопросами изучения уголовного дела. Он связан лишь с рассмотрением процессуального соглашения, насколько оно соответствует требованиям норм Уголовно-процессуального кодекса. Вот поэтому у меня вопрос. Допускаете ли вы такую возможность с другой стороны? Это первый вопрос. Спасибо. Вероятность всегда существует, но я думаю, что все эти субъекты данного соглашения, они будут действовать в рамках норм, предоставленных законодательством. В случаях нарушения этих норм они будут нести соответствующую ответственность. У меня следующий вопрос. Спасибо за ответ. Опять же, ваше мнение, что, скорее всего, прокурором будут усмотрены вопросы потерпевшего при решении вопроса о заключении или заключении соглашения процессуального. Это ваше предположение или вы сейчас можете сослаться на какие-то нормативно-правовые акты, предписывающие действия прокурора в данной ситуации? Это первое. И второе. По вашему мнению, если прокурор будет поступать таким образом, не будет ли это со стороны тогда уже, как я задал вопрос предыдущему ответчику, со стороны подозреваемого рассматриваться как нарушение его конституционных прав, поскольку, по сути, прокурор выходит за пределы предназначенных в законах ему полномочий? Спасибо. Учитывая, что прокурор является государственным обвинителем и действует в рамках государства, то, соответственно, он защищает права граждан, в том числе и потерпевшего. В этом случае я считаю, что он вполне может предоставлять интересы потерпевшего в полном объеме. А что касается того, что действия прокурора будут нарушать действия обвиняемого, то в данном случае у обвиняемого или подозреваемого имеются все механизмы для обжалования действий прокурора в рамках предусмотренных законодательств. Это ваши предположения или вы можете конкретно норму назвать? Вот как будет руководство прокурора или как будут обжаловать потерпевшие? Это просто я сейчас слышу общие слова, например. Ну, по-моему, в рамках, учитывая, что у него есть защитник, он может обжаловать любое решение. Спасибо. И последний у меня вопрос относительно несовершеннолетних. Опять же, мы говорим про эти все международные конвенции. Я, сказать честно, не понял. С одной стороны, международная конвенция, как вы утверждаете, она предусматривает, чтобы обеспечить максимальную защиту несовершеннолетних. Как, по вашему мнению, почему-то вот процессуальное соглашение, исходя его возможностей, почему вы считаете, что оно не может обеспечить защиту несовершеннолетних? Это первый вопрос. И второй. Считаете ли вы, что особый порядок, про который я говорил, при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних, он не может применяться совместно с рассмотрением вопроса о заключении процессуального соглашения? Заключение процессуального соглашения, оно имеет особый порядок, учитывая, что оно не подлежит в будущем обжалованию, а то, что защита прав ребенка стоит на первом месте, и что ему предоставляется в случае нарушения прав, ему будет предоставляться право обжалования на всех инстанциях, я думаю, что особый порядок, который ему предоставляется в рамках 54 главы, оно вполне достаточно. Нет вопроса, да? Представитель Юркинша, есть вопросы? Нет. Уважаемый судья, есть вопросы? Нет? Спасибо, присаживайтесь.